Родной язык. Ближе него человеку не может быть никакой другой. Мы слышим его с самого своего рождения и говорим на нем, не задумываясь, насколько богатым и красивым он может быть, если использовать весь его потенциал, а не просто говорить на бытовом уровне. Профессор Ингушского государственного университета, доктор филологических наук и ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института Лилия Тареева изучению родного языка посвятила не один десяток лет своей жизни. Более 200 статей, 15 опубликованных трудов, среди них монографии, научная литература и даже один из крупнейших словарей. Мы поговорили с ней о прагматической ситуации или установке эргативного языка, а также о глаголах бытия. Вначале разъясним, что значит эргативный язык, к которому относится и ингушский. Дело в том, что в лингвистике языки делятся на номинативные и эргативные. К первому относятся русский, английский и даже китайский, а ко второму – баскийский, шумерский, а также кавказский, австралийский и индийский языки. И что интересно, эргативные появились значительно раньше номинативных. Язык как средство коммуникации проявляет себя в диалогах, и когда один человек слушает другого, такая ситуация в языкознании называется прагматической или прототипичной. В русском языке, например, есть прагматическая ситуация «я здесь сейчас». И обычно ее пишут через дефис. Почему? Потому что лицо говорящее, оно впервые в прототипической ситуации могло зафиксировать себя как находящееся во времени и в пространстве. И прагматическая первая ситуация, она тем и знаменательна, что она фиксирует лицо, говорящее в пространстве здесь, если это русский язык, и во времени сейчас. А если это ингушский язык, то этой русской прагматической ситуации равна ситуация со в а анц. Я мужчина в пространстве теперь. Человек так устроен, что он мыслит в соответствии с языком, на котором говорит. А если человек говорит на двух или более языках, он может легко переключаться из одной нормы в другую. И нам очень повезло в том плане, что мы владеем обоими этими языками. И в нашем мировоззрении есть и номинативная языковая картина мира, и эргативная, то есть и ингушская, и русская. Мы можем думать и на русском, и на ингушском, можем их сопоставлять у себя там в ментальном пространстве и делать какие-то выводы. Прагматическая ситуация в эргативных языках двойная или, говоря научным термином, бинарная. К примеру, когда мы говорим «со-в» или «со-е», мы понимаем, что в первом случае говорит мужчина, а во втором – женщина. Если эти две прагматические ситуации сложить между собой, то они, да, естественно, будут равны русскому «я здесь сейчас», но они не будут равны по составляющим компонентам, потому что в русском языке есть лицо, говорящее «я», в русском языке есть обозначение пространства «здесь» и обозначение времени «сейчас», а в ингушском языке наличествует личный элемент «в». И таким образом, такое разделение дало начало появлению двух глаголов бытия. Тут нужно сказать, что глаголы бытия в любом языке являются знаковыми. Они дают представление на предмет естественности, типологии и сопоставления языка. В русском языке, как мы знаем, есть только одно местоимение в единственном числе, а в ингушском их 3. Зачем возникает вопрос 3 «я» ингушскому языку? Например, «собот» – «я иду», одно «я», «аз язду» – я пишу, второе «я», «сонгу» или «сонхоу» – третье «я». Конечно же, возникает вопрос, а почему в первой прагматической ситуации зафиксировано только лицо, говорящее в именительном падеже, а не в эргативном «аз я»? Дело в том, что лицо, говорящее «со я», оно валентно этим классным показателем «со-в», «со-е». В ингушском языке это нормальная речь. Но ингуши не могут сказать «азвы» и «азьи», хотя это тоже «я». И не могут сказать «сонвы», «соньи». И, конечно, мы понимаем, что две такие прагматические ситуации сложились неспроста и имеют свою историю. По словам Лилии Увейсовны, когда-то, когда язык еще не имел строгой синтаксической структуры, речь шла потоком, и надо было ее как-то структурировать. И вот такие блоки мысли, они назывались или словами, или предложениями. Как хотите, вы их могли называть. А сегодня это совершенно другой язык. И тогда ингуш разговаривал «со», «в», «а», «анц» вот таким образом. И это все, это мы сегодня можем говорить, что это местоимение, это классный показатель, это обозначает наречие времени, здесь наречие
место. В глубокой древности такого не было. В глубокой древности, когда ингушский язык был синтетического строя, была просто мысль, блок такой. И эти два блока, они перекочевали в современный ингушский язык в виде глаголов бытия. С Россией у нас не только общая история, но и некоторые языковые нормы, которые заимствовали наши предки. И сегодня они присутствуют в современном ингушском языке. Вот этот лишний таксон, который находится в бинарной прагматической ситуации ингушского языка, со, в, аганс, в, и противопоставлено женскому таксону со, е, аганс, вот этот классный показатель в первой установке и классный показатель е объединились с элементом а. А – это элемент, который в ингушском языке представляет пространство. Если мы послушаем с вами речь старшего поколения, то они говорят, например, в фольклоре есть такая поговорка в ингушской. Они говорят «я аватец авац». А обозначает пространство, то есть не в доме, не в пространстве. Так говорят на нерадивого человека. Возвращаясь в историю, нужно сказать, что в далеком прошлом в ингушском языке не было частей речи, а слово «а», обозначающее пространство, употреблялось и как существительное, и как наречие. Например, «а высо» – «я в пространстве». «Фис» – «а е». Это значит и существительное, и наречие. И здесь, если мы проведем аналогию с современным ингушским языком, то мы здесь заметим, что и сегодня есть в ингушском языке наречия, которые амонимичны с существительными и с прилагательными. Например, есть слова у нас «дик», «дик-дина царцик» – это существительное, «дик-элер» – «дош» – это наречие, и «дик-сагвэс» – это уже прилагательное. То есть это как бы естественное состояние для ингушского языка. А вот это слово «а», оно потом обросло возвратным аффиксом «ра», и с возвратной семантикой, и мы сегодня употребляем «ары». И только вот в фольклоре мы сегодня встречаем слово «а» в пространстве и пространство, обозначающее, и встречаем речь старшего поколения. В ходе своей исследовательской работы Лилия Увейсовна изучила языки, относящиеся к номинативной и эргативной системам. Познакомилась с трудами многих ученых и лингвистов. Со многими выводами профессора и доктора филологических наук мы можем узнать из ее книги «Речевые компоненты парадигмы лица», где найдем много интересного о том, как формировался язык, а статьи, опубликованные в ней, есть в свободном доступе в интернете.